Всем привет! В сегодняшнем уроке мы рассмотрим давно прошедшее время, очевидное. Давно прошедшее время, очевидное, обозначает действие, завершившееся в прошлом, причем говорящий был очевидцем этого действия или уверен в нем. Это время глагола образуется с помощью суффиксов «кан», «кен», которые добавляются после глухих согласных, и «ган», «ген», которые добавляются в остальных случаях. Затем следует личное окончание первого типа. Надеюсь, вы не забыли, что после сонорных «м», «не», «н» в первом лице множественного числа следует окончание «без», «без», а суффиксы данного времени как раз заканчиваются на сонорную «не». Без ауылға хат жібергенбіз. Мы знаем, уверены, что мы в аул письмо отправили. Мен дүкенге барғанмын. Я знаю, уверен, что ходил в магазин. Как в разговорной речи, так и на письме в первом лице встречается сокращение суффикса и окончания. Например, билегенмін. Билеген. Я танцевал. Сөйлескенмін. Сөйлескем. Я разговаривал. Не забывайте, что с глаголами оку, есту, ренджу, даму и так далее следуют дополнительные или в зависимости от твердости или мягкости слова. Например, оқыған – читал, таныған – узнавал. Естіген – слушал. Отрицательная форма давно прошедшего времени очевидного образуется двумя способами, причем второй наиболее употребительный. Способ номер 1. При помощи отрицательных суффиксов «бабе», «папе», «маме», которые присоединяются к основе глагола. Затем следуют суффиксы данного времени и личное окончание первого типа. Рассмотрим примеры. Сен дүкенге бармағансың. Я знаю, уверен, что ты не ходил в магазин. Ол хат жазбаған. Я знаю, уверен, что она не написала письмо. Способ номер 2. При помощи отрицаний «жок» и «емес». При этом суффиксы добавляются к глаголу, а личное окончание первого типа к отрицанию «жок» или «емес». Так как «жок» и «емес» заканчиваются на глухую согласную, то личное окончание в первом лице единственного числа «пен», а множественного числа «пез», «пез». «Емес» более категоричное и полное отрицание, чем «жок». Как в разговорной речи, так и на письме в первом лице сокращают следующим образом. «Отырған жоқпын», «отырғам жоқ», «я не сидел». Айтқан жоқпын, айтқам жоқ. Я не говорил. На этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и увидимся в одном из следующих уроков.